перед машиной поставьте, чтобы ветер не дул. Бум-бум. Палатка готова. Заходи, дорогой. Гостям будешь. Вообще-то пешеходку хочу ставить. Пешеходку. Треба. Третья. Четвертая. Десятая. Короче, труба. В районе этого достал. Сам. Так. Какой такой какой-то был мужчина. Типа так. Типа. И опа. Все. Печка готова. Дверца вот сюда. Так. О, намокло, да? Видать, дождик, да, сильный, да? О, матрасик намок, это плохо. Это нехорошо, ребята. Нехорошо. О, вся мокла. Вся замокла, ребята. Вся замокла. Это пленку. Вот так вот. Какой был мужчина. Вот так вот на. Перетянем. Вот так вот. Я тут уже мокрый, да. Нехорошо. Жди, да? О! Генеральское место готово.
О. Yine bitti dedi Atağa ya. Ну вот, ребята, 5 секунд, и печка, и кровать готова. Остается найти сухую деревца, и тут будет баня. Я посчитал, минус так 45, как-то доводилось это все сделать. Так, расчетное время. Там было без кровати, палатка с печкой. Вот, истопил, и полностью согрелась. Аж верхнюю одежду пришлось снимать. До того было время ровно 3 минуты. Вот, сейчас истоплю. Вот, за 28 секунд тут будет Ташкент. Секунд. Вот. Так что пешеходка большая самая. Я взял, чтобы долго работала. Ну, там, если поленья большие, вот, на ночь хватает. Поджог, как разгоняется, закрываешь, на одну дырочку вставляешь или пол дырочки, в зависимости от сухости дровушки. Вот. И всю ночь тут Ташкент. За бортом минус 50, ничего не знаю. В одних трусах спишь. Вот. Ну, что хотелось бы сказать про палатку. К сожалению, есть один минус. И очень не маленькая, она подтекает. Так что надо целлофанчиком делать. Второй минус. Долго тепло не держит. Это тоже очень минус. Долго тепло не держит. Ну, один раз подтопил, часик, хотя бы полчасика, нет, такого нет, долго не держит. Ну, в смысле, мои, как бы, требования комфортные уже через, скажем так, 30-35 минут уже температура меняется сразу. Поэтому дровушек все равно надо будет запастись. Ну вот, буквально 2 такие кучки. Вот. Эта кучка, эту палатку согреет за 28 секунд. Тут будет Ташкент. Сейчас посмотрим. Неудобно снимать и огонь разжигать. Ну и стабил. Сейчас немножко сидим. Чтобы обеспечить свободный проход. Сейчас тут жарко будет. Все намокли. Сами видели, дождик был. Нельзя сказать маленький. Нет. О, дымок пошел. Собака отдыхает, палатка тепло будет. Штука хорошая, оказывается. Я раньше и не знал. Слышал, конечно. Я не знал, что она такая эффективная. Так что надо хорошенько помыть замочек. Если можно тесто. Можно пловик. Супчик. Да, получается вкусно. Еще вина. Наверное, согревает. Долго держит теплоту.
Вкусно получается. И, кстати, быстро нагревается. Тут надо тщательно, чтобы щеточка. Вот хлеб сделали. Надо помыть. Каждой вещи надо обращаться обратно. В том числе и с ножом. Если есть посуда. Когда она внукам дойдет, буду вспоминать дедушка Бурдыковский казан. Вот. О, чистоканы. Чистая посуда. Настроение поднимается. Настроение — это очень важно для охоты. Очень важная вещь. Если нет настроения, не надо, лучше охотиться. А если настроение — огонь, то все получится. Но какие-то минуты все чистенько. А еще говорят, мыть посуду — это плохо. На такой природе, такой ситуации мыть посуду — это одно удовольствие. Благо воды и море, благо все под рукой. Вот домик, вот техника, а там и еда, продукты. Сейчас ребята будут часть охотиться, часть рыбачить, а я буду на это смотреть и управлять по возможности. Ну что, открываем. Тут жарко, ребята, Ташкент, как и сказал. Ну вот, уже сушится одежда. Эффективная вещь. Не надо никакой избушки, не надо ничего. О, даже камера вспотела. Не надо ничего. Вот. Просто кроватик, печка и вот такая наполеоновская палаточка.